Вот мы сейчас здесь сидим, ингуши, да? Откуда мы взялись? Нас родили наши родители. Откуда они взялись? Их родили их родители. Где их родили? В Казахстане. Или сослали их в Казахстан детьми. А сколько их осталось от сосланных ингушей? 70% ингушей во время высылки в 1944 году было истреблено. 70%. По сегодняшний день эти факты геноцида в полном объеме не раскрываются. Осталось 30% населения. По некоторым данным ингушей было 150 тысяч во время выселения, по другим данным 120. Некоторые даже говорят 75, но я думаю, что их было по 150 тысяч во время выселения 44. По спискам 114. 114, да? Может. А когда дали разрешение возвращаться из ссылки, ингушей было, одни говорят 15 тысяч, другие говорят 30 тысяч. Это с учетом того, что тем, кто народился еще в Казахстане за 10 лет, сколько процентов населения стоит? 70? Чуть больше 20. 90% получается остальное. То есть под репрессией умерли с голода, от болезни, то есть фактически 90% населения погибло. Из оставшихся 10% в этом Казахстане воспроизведен наш народ сегодня. А утраты какие? Носители фольклора расстреливали их без славы. Старики, наиболее слабые, умирали. Оставалось огромное количество семей вообще без старших людей, не знали языка. А материальную культуру полностью уничтожили, понятно ведь. И вот мы от них вернулись. И я являюсь тоже сыном отца и матери, которые были детьми сосланы в ссылку. Отцу было 7 лет, матери 5 лет. И когда они нам рассказывали свое детство в ссылке, я как будто сам побывал. Я даже некоторые места, которые мне рассказывали, сегодня закрытыми глазами, мог бы, наверное, указать, как будто я там был, настолько я впечатление получал. Это были ужасы, что там пережили. И просто лишили всех прав, бросили на голодную смерть. И народ выбирал. Целые семьи раскапывают весной, занесенный снег. Умерли, нет никого. 9 членов семьи, все умерли с голода и холода. Вот такие катастрофы. И мы теперь от этих 10% оставшихся ингушей воспроизвелись, размножились, утратив огромнейший объем памяти. Вот ушли слова, ушли мифы, ушли предания, ушла литературу сожгли, грозно свозили, уничтожали, ушли дяпты родовые, родословы, очень много что утеряно. Но, слава Богу, кое-что и сохранилось, да? Язык обеднел, лексика пропала. То есть десятки тысяч слов ушло из языка. Все-таки строй языка, грамматический строй языка, основа языка осталась. Это нам позволяет сегодня многое делать. Но огромное количество слов потеряно, мифов, легенд потеряно, памяти потеряно. После этого бедствия мы пытаемся воссоздать философию нашей культуры. Тяжело, да? Потому что с английским все идет. Но, слава Богу, капля морской воды имеет тот же вкус, что и огромный океан. И благодаря этому сегодня оставшиеся ингуши носители того качества духа, который был во многом присущий предкам. Хотя не совсем в точности мы по духу сопоставляем с ними сегодня, но все равно у нас это качество абсолютно присутствует. Чтобы с нами не проделывали такие геноциды и не уничтожали нашу культуру, мы сегодня должны воссоздать содержание своей культуры, философию. И мы должны осознать ценность своего языка. Культура и язык – это две вещи, с которыми должны срастись наше сердце и наша душа. Вы доги, вы саи, вы адлей, галая культура, но тоже галая адля, галая адля, но тоже культура должен быть. Одно из значений слова «аду» – это культура, менталитет, образ жизни и так далее. Галая адли, галая махки, сишин хама, саи, доги, надо шеймисан хаттахал здесь. Не в смысле республики, которая существует, а галая аду культуре. И галая культуре из аду, настоящий аду. Одно это уже формально юридическая республика, это не государство.
это подделка под государство, по большому счету. А истинное государство – это имущественная культура. Потому что, почему она истинное государство? Потому что она говорит, она регулирует взаимоотношения между людьми, не допускает преступности, не допускает разврата, не допускает насилия, не допускает покушения на чужую собственность. Она регулирует все. То, что делает репрессивный аппарат, называемый государством, делает нерепрессивный аппарат, называемый нашим государством, культурой. Поэтому они сохранили эти 10% и вернули нам.